Здравствуйте! Рассказ о самых значимых событиях недели с участием татарстанских депутатов. Сегодня в программе «Закон, парламент, общество». Присоединяйтесь. 27 апреля председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин поздравил всех татарстанцев с Днем российского парламентаризма. Именно в этот день, 114 лет назад, начала свою работу Государственная Дума Российской империи. Парламентаризм, по словам Фарида Мухаммедшина, это конституционно закрепленная система взаимодействия между государством и обществом. В Татарстане сформирована солидная законодательная база, заложен прочный фундамент для устойчивого развития экономики, социально-культурной сферы и местного самоуправления. Этот год для нашей Родины юбилейный. В числе знаменательных дат 75-летие Великой Победы, столетие ТАССР, 30-летие со дня принятия Декларации о государственном суверенитете, 25-летие высшего законодательного органа республики Государственного совета Татарстана. Также руководитель татарстанского парламента обратился к жителям республики по случаю праздника весны и труда. Уважаемые татарстанцы, искренне поздравляю вас с праздником весны и труда. Этот день, проникнутый особой атмосферой, имеет большое значение для людей разных поколений. Он символизирует уважение к созидательному труду, который обеспечивает благополучие каждого человека, всей республики и государства в целом. Сегодня Татарстан вновь доказывает, что может противостоять любым вызовам, решать самые сложные задачи. И это движение вперед обеспечивают те, кто понимает, что от его личных усилий, от результатов труда зависит развитие и конкурентоспособность республики, ее лидерство среди других регионов страны. В городах и населенных пунктах республики, как и во всей стране, в этом году не пройдут традиционные майские шествия и демонстрации. Эпидемия коронавируса вносит свои коррективы в нашу повседневную жизнь. Сильнейший стресс испытывает экономика, снижается динамика рынка труда. В этих условиях поставленные нами в стратегии 2030 цели развития человеческого капитала, повышения качества жизни приобретают особую актуальность. Сложившаяся ситуация требует от нас выдержки и высокого профессионализма, повсеместной мобилизации сил по поддержке граждан и бизнеса. Неизмеримо возрастает роль и ответственность руководства республики, органов государственной и муниципальной власти и профсоюзов в решении вопросов, связанных с обеспечением гарантий социально-трудовых прав, защиты интересов человека труда. Ситуация, которую сегодня переживает наше государство и многие другие страны, уверен, дело временное. Руководство страны и республики прилагает все усилия для того, чтобы поддержать людей, сдержать безработицу и сохранить занятость, не допустить нарушений трудовых прав. В ряду безусловных приоритетов законотворческой деятельности вопросы качественного регулирования трудовых отношений, безопасности труда, повышения пенсий и социальных выплат. В этот день желаю всем, ветеранам и тем, кто только начинает рабочую биографию, оптимизма и уверенности, крепкого здоровья и самого наилучшего. Еще раз с праздником вас, дорогие татарстанцы! Еще одно заметное событие недели – селекторное совещание в режиме видеоконференц-связи с участием секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и секретарей региональных отделений. Подробности расскажу далее в нашей программе. Татарстанским медикам, которые в эти дни самоотверженно спасают больных коронавирусной инфекцией, передадут специально подготовленные продуктовые наборы. Из-за жесткого рабочего графика врачам зачастую некогда поесть, и предоставление продуктовых наборов – это объективная необходимость. Для выполнения благородной цели активисты партии «Единая Россия» заключили соглашение с одной из крупнейших розничных торговых сетей России. Продуктовые наборы предоставят в рамках проекта «Спасибо врачам».
В общей сложности наборами обеспечат 360 тысяч врачей и медицинских работников по всей стране, тех, кто сейчас находится на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Продуктовые наборы для медиков должны поступить в больницы в самое ближайшее время. 387 электронных устройств для дистанционного обучения передано татарстанским школьникам в рамках акции «Отдай запасной гаджет в свою школу». Ректорами вузов направлено 122 планшета, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым выделено 2000 ноутбуков для учащихся из малообеспеченных семей. Депутаты, исходя из своих возможностей, обеспечили учащихся сельских школ, которые также обучаются удаленно, заявил председатель Госсовета Фарид Мухамедшин на заседании Президиума Генсовета партии «Единая Россия». Именно с этой новости мы начинаем наш еженедельный парламентский обзор. Вопросы организации дистанционного обучения стали центральными на заседании с участием председателя партии Дмитрия Медведева и секретарей региональных отделений. Заседание прошло в режиме видеоконференц-связи. Единороссы также обсудили меры поддержки граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и действия режима повышенной готовности в регионах. Действительно, обстановка требует того, чтобы мы очень серьезно смогли оказать помощь и своими взносами, и отчислениями со своей заработной платы. Дмитрий Анатольевич, татарстанский парламент, у нас 100 депутатов Государственного совета, мы на фракции приняли решение, однодневную заработную плату уже перечислили в фонд забота Акбарсбанка как раз для этих целей. Сейчас идет работа с парламентариями местных советов. У нас их 45 муниципальных образований, 7723 депутата. Знаете, я про компьютеры хотел тезисы и ваши предложения поддержать. Мы столкнулись с тем, что в семьях многодетных на удаленке ученик 7 класса и студентка 1-2 курса Казанского федерального университета. Идет учеба, одного компьютера уже мало. Им надо сидеть каждому в своей комнате, иметь свой компьютер, ибо они между собой начинают дергаться и требовать. Рустам Нургалевич Минниханов, член бюро Высшего совета партии, президент Татарстана, принял решение закупить компьютеры. Ну а мы, депутаты, из своих возможностей также обеспечили сельские населенные пункты, учащихся на удаленке. Поддержать татарстанских медиков в непростых условиях борьбы с коронавирусной инфекцией призвала в своем телеобращении к жителям республики депутат Госсовета, руководитель комитета по социальной политике Светлана Захарова. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам с просьбой поддержать медицинских работников, которые сегодня спасают наши жизни и здоровье в непростых условиях, зачастую 24 часа в сутки, порой не видя семьи, рискуя своим здоровьем, без жалоб, достойно и спокойно выполняет свой долг. Пандемия пройдет, мы ее преодолеем вместе. После нее медикам нужно будет восстановить силы, а многим из них потребуется реабилитация. Именно поэтому нам важно сегодня объединиться, принять участие в благотворительной акции «Спасибо, доктор», которую мы проводим вместе с благотворительным фондом Акбарсозидания. Призываю депутатов всех уровней, общественных активистов, просто неравнодушных людей поддержать эту акцию и внести свой посильный вклад. Сейчас все усилия государства и общества направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас нам нужна одна победа, одна на всех. А на передовой находятся врачи и медицинские работники. Я горячо поддерживаю акцию «Спасибо, доктор». Я поддерживаю акцию «Спасибо, доктор». Благодарю наших врачей. Они настоящие герои.
И руководствуясь клятвой Гиппократа, которую можно считать военной присягой, они сегодня действительно на передовой. Борются за каждого человека и за каждую человеческую жизнь, подвергая себя, безусловно, опасности, ценой собственного здоровья, а иногда и собственной жизни. Побеждают эту тяжелейшую болезнь. Пандемия остановлена, но она еще не побеждена. Поэтому самое меньшее, что я могу сделать как депутат, это перечислить деньги в фонд поддержки и помощи наших врачей. В Татарстане стартовала акция «Спасибо, доктор» в помощь медработников, которые борются с коронавирусом. Коллектив врачей Казанского хосписа просит жителей Татарстана поддержать эту акцию. Все собранные средства будут направлены на поддержку медицинских работников, которые встали на борьбу с коронавирусной инфекцией. Давайте проявим свою гражданскую солидарность. Также на уходящей неделе в режиме видеоконференции состоялось заседание объединения женщин-депутатов «Мерхамет Милосердие». Парламентарии обсудили реализацию социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо» в муниципальных образованиях Татарстана. Мне, как вот человеку, который давно занимается социальной сферой, и тема Великой Отечественной войны всегда очень близка, очень всегда больно, когда 10 мая, 11 мая мы переключаемся на другую тематику. И те ветераны, которые чувствуют в апреле, в мае искреннее внимание к ним, остаются опять один на один со своими проблемами, думами, болезнями, потому что это, конечно, поколение людей уже очень взрослых. И поэтому проект «У войны не женское лицо», он в несколько этапов будет проводиться. Во-первых, мы подумали, женщины-депутаты Государственного совета, республики, района, городских советов. Понятно, что мы очень многое делали всегда и продолжаем делать по поддержке ветеранов. Но все-таки, наверное, самое большое внимание мы должны уделить именно женщинам. Женщина, которая воевала, которая прошла, испытала на себе все тяготы войны. Женщина, которая в тылу завоевывала эту победу. И, конечно, женщинам было сложнее, труднее. На их плечах были еще и заботы о детях, а у старшего поколения о внуках. И поэтому мы пришли к выводу, что именно женщины-депутаты должны самое внимательное отношение проявить сейчас к женщинам-участницам войны и труженицам тыла. На первом этапе, до 9 мая текущего года, мы взяли на себя обязательство посетить каждую из женщин-участниц войны и приравненных к ним. А дальше мы переходим на категорию женщины-труженицы тыла. И каждой женщине мы должны прийти, мы должны действительно ей сказать спасибо, мы должны оказать ей все знаки внимания. Мы должны проанализировать не только, какая помощь ей сегодня оказывается со стороны государства, но и поинтересоваться, а как близкие люди заботятся сегодня о ней, насколько сегодня близки к ней внуки, правнуки, как часто ее посещают дети, с кем она сегодня живет. Мы, конечно, должны максимально успеть взять у этих женщин их личные воспоминания. Никто никогда уже не поделится этими воспоминаниями, когда женщина уйдет. А, к сожалению, они уходят. Вот мы, когда стартовали в феврале месяце, 458 женщин, участниц войны, непосредственных участниц, были еще живы. Сегодня нет уже из них 34. 34 не дожили до 9 мая, не познают, пусть даже вот в сегодняшнем формате по телевидению, по радио, может быть, от самых близких людей, вот эту радость этого великого праздника 75-летия Победы. И до 9 мая, может быть, их еще больше станет ушедших. Вот нам надо успеть записать их воспоминания, если они еще могут это сделать, если они хотят поделиться какими-то своими пожеланиями, мыслями, тем, что у них на душе. Нам надо, и мы это делаем, вместе с этими женщинами
посмотреть их архивы. А у этого поколения людей архивы – это действительно домашние архивы есть, и это для них очень важно, для них это очень близко. И мы сегодня уже вот у очень многих женщин взяли последние их письма с фронта, им письма на фронт. И эти письма переданы сегодня в наш архив для того, чтобы они были увековечены не только для семьи, что очень важно, но и для всего сегодняшнего и завтрашнего поколения. Мы, конечно же, посмотрели и в целом, а те женщины, которые не дожили уже и до нынешнего года, как они ушли из жизни, насколько увековечены их имена. И у нас есть примеры, и мы сегодня на нашем заседании будем говорить об этом, когда отдельные женщины будут увековечены, где-то их именами будут названы улицы в их сельских родных поселениях, где-то даже школы, как, скажем, в Алексеевском районе, мы сегодня об этом как раз услышим. Вот сегодня очень много того, что, может быть, мы еще не успели сделать. Мы можем сделать, мы должны сделать, мы обязаны сделать. И наше объединение эту задачу пытается решить. Завершая встречу, Татьяна Ларионова еще раз подчеркнула важность и уникальность проекта, направленного на увековечение памяти о каждой участнице Великой Отечественной войны. Я очень прошу. Да, ситуация изменилась. Да, мы не можем вот так, как хотели бы, ярко организовать всю эту работу. Но, во-первых, мы не останавливаемся ни в мае, ни в июне, ни в августе, ни дальше. Мы продолжаем этот проект. Во-вторых, и в этих условиях вы видите, что есть районы, которые демонстрируют действительно очень интересный опыт. Очень интересный опыт. Скажем, тот же Нижнекамск. Действительно прикованы сегодня взгляды очень многих горожан, жителей района, к телеэкранам, когда депутаты, женщины-депутаты читают стихи о Великой Отечественной войне. Я все стихи, которые слушаю, у меня, например, мурашки по коже. Спасибо, дорогие женщины. Вы действительно другими глазами заставляете смотреть своих соседей на тему Великой Отечественной войны. И, конечно, я вот еще хотела бы сегодня адресовать всем нам поручение. Нам с вами нужно продумать формы поздравления каждой женщине-участнице войны перед 9 мая. То, что мы всем вручили медали, это не повод для того, чтобы не обратиться к ним еще раз. Поздравления ждут накануне праздника. В рамках программы «Закон, парламент, общество» мы продолжаем рассказ о самых важных событиях из истории татарстанского парламентаризма. Все это наша новая рубрика, посвященная столетию образования ТАССР. – 24 августа 1922 года в Татарской автономной Советской Социалистической Республике утверждено положение о госплане. Новое ведомство создавалось для разработки хозяйственных планов, которые требовали четкой координации между отраслями народного хозяйства и главным в те времена органом исполнительной власти – Татарским советом народных комиссаров. На старте своей деятельности Госплан ТАССР состоял из 6 секций – сельскохозяйственной, экономической, промышленной, путей сообщения и гражданских сооружений, финансово-бюджетной и секции изучения производительных сил местного края. С 1957-го народно-хозяйственные планы стали рассматриваться на сессиях Верховного Совета, а правопреемником Госплана ТАССР сегодня является Министерство экономики Республики Татарстан. В 2021 году голодало реально в Поволжье 2 миллиона человек, в 2022 миллион, и дальше чуть-чуть сокращалось. И
Что значит голодала? Это была смертность от голода. По сути, было потеряно более 500 000 человек. Ну, эта цифра по тому качеству статистики, которая тогда была, она, наверное, не самая качественная. И лишь международная помощь помогла спасти от дальнейшего вымирания населения в Поволжье. Поэтому это голодомор была реальностью страшной просто. И в этих условиях, безусловно, планирование предполагало концентрацию скудных ресурсов, прямое распределение. И в предшествующий период, под названием военного коммунизма, выход из этого был на путях новой экономической политики, сокращенно НЭП. В результате ситуация стала выправляться, когда именно интересы крестьянства в первую очередь учитывались при распределении, и тем самым потихоньку восстановительный период хозяйства завершился где-то ко второй половине 20-х годов. В конце 30-х утверждено новое положение о Госплане ТАССР. В соответствии с этим документом на Госплан возлагались следующие задачи: разработка народно-хозяйственных перспектив и отдельных проблем социалистического строительства, вопросы развития и рационального использования природных ресурсов ТАССР, руководство работой городских и районных плановых комиссий и оказанием помощи в работе, а также назначение экспертных комиссий по отдельным вопросам хозяйства ТАССР. Планы были 5-летние, квартальные, годовые, месячные и промежуточные планы. В Государственном архиве Республики Татарстан отложились документы, такие дела, где у нас хранятся планы сравнительные, промежуточные, 5-летние планы. Естественно, к этим планам есть отчеты. Первая пятилетка была с 28 года, мы по 32 год, эту пятилетку мы выполнили за 4 года и 3 месяца. В каждой организации, в каждом регионе существовал такой отдел планирования. Все эти планы собирались и отправлялись в такую организацию в Москву, Госплан. Люди выпускали продукцию согласно утвержденным планом, но она никому не была не нужна очень часто. Особенно это касалось легкой промышленности, пищевой промышленности. Например, в 1955 году «Спартак», обувная фабрика «Спартак», получила назад 20 тысяч пар обуви, которые она выпустила. Магазины, тем не менее, пустовали. Люди на сорочках покупали. У так называемых спекулянтов, которые я бы не стала называть спекулянтами фарцовчики, это были просто будущие предприниматели, это была такая подпольная предпринимательская группа. Так вот, люди гонялись на этих в черных рынках, из-под полы доставали какую-то импортную обувь, в то время как 20 тысяч пар из никому не нужной, из какой-то очень такой дешевой кожи, на каким-то старом оборудовании выполнялись какие-то кондовые, совершенно никому не нужная обувь. Вот. И таких примеров можно привести много. Зеленодольская фабрика швейная выпускала никому не нужные какие-то штапельные штаны, которые вот лежали просто никому не нужны. Склады были забиты ненужным товаром. В то время как товары, который действительно был людям нужен, его не было. Вот в этом тоже изъяны, издержки плановой экономики. 7 февраля 1991 года постановлением Верховного Совета ТАССР Государственная плановая комиссия преобразована в Государственный комитет Татарской ССР по экономике, а спустя 5 лет в Министерство экономики Республики Татарстан. Ну вот и все на сегодня. О праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне я расскажу в следующем выпуске программы «Закон, парламент, общество». До встречи через неделю и будьте здоровы!